Добрый день, с вами компания Прогресс Авто и город Новосибирск. Сегодня у нас на обзоре небольшой японский мини-трактор Kubota X20. Он оснащен 4-цилиндровым дизельным двигателем в отличном состоянии. Итак, начнем как всегда с резины. Передняя резина имеет небольшие потрески, но в хорошем остатке. Задняя резина с правой стороны в отличном состоянии. Можно сказать, что новая, практически не стертая резина, но имеются небольшие паутинка небольших потресков. Трактор оснащен почвенной фрезой. Рабочая длина фрезы 160 сантиметров. Она у нас на быстросъеме и с гидронаклоном. Ножи на фрезе имеют небольшой износ, но могут еще походить пару сезонов, а может и больше. С обратной стороны резина практически новая по состоянию, но есть потрески. Возможно, что стояла где-то на жаре. И также передняя резина на этом тракторе тоже с потресками, но в хорошем остатке. Сейчас давайте посмотрим, как заводится трактор, как работает фреза, подъем, опускание, гидронаклон. Итак, наработка нашего трактора 441 моточас. Давайте попробуем завести. Так, чтобы видно было панель. Зажглась лапа накаливания. Сейчас подождем, когда она... Так, заводится идеально. Итак, фреза у нас опускается и поднимается. Отлично. Так, теперь посмотрим гидронаклон. Так, наклоняем в одну сторону и наклоняем в другую сторону. Все работает. Так, это у нас работа фрезы на первой пониженной скорости. Работает тихо, без лишних звуков. И также работает кардан. Нет никаких лишних звуков. Это работает фреза на повышенной скорости. Также спокойно, тихо, без шума. Так, какой у нас функционал у этого трактора? Так, это сцепление, управление светом, сигнал, регулировка рулевой колонки. Замок зажигания, ручной газ, блокировка двигателя, ручник, сдвоенный тормоз, педаль газа, блокировка заднего моста, 3 скорости на вал отбора мощности, распределитель скоростей на основную коробку, пониженные и повышенные скорости, и рычаг переключения 2ВД, 4ВД. Также присутствует рычаг поднятия и опускания фрезы и пульт управления фрезой. Основная коробка передач, 3 передних, 1 задняя. Здесь вот такой
бардачок. Так, сейчас посмотрим, как работает коробка передач, движения взад и вперед. Ну и как обычно, начнем с первой пониженной скорости. Начинаем движение. Включаем вторую скорость. Третью. Ставим повышенный режим. Максимально повышенный режим. Также начинаем с первой. Вторая. Ну и третья. Так, ну и давайте теперь посмотрим, как работает правая. Задняя, вернее, скорость. Переключим на пониженный режим. Первая. И задняя скорость на повышенном режиме. Руль крутится достаточно легко, но трактор не оснащен гидроусилителем руля. Под капотом у нашего трактора также все достаточно прилично выглядит. Есть мануалы для обслуживания трактора. Трактор работает тихо, спокойно. Итак, с вами сегодня была компания Прогресс Авто и город Новосибирск.